Привет, друзья! Сегодня я опять у своей речки, у своей реки Нившера. И вот какие изменения там. Вот вода постепенно прибывает все-таки. Ну, если бы, конечно, не заморозки по ночам, где-то доходит до минус 7 даже по ночам. Конечно же, вода бы прибывала побыстрее, и, может быть, даже уже лед ушел. Ну, как видите, пока река наша стоит, лед еще есть, и, но уже гости, так сказать, южных с регионов прилетели, чтобы здесь гнездиться, чтобы вырастить потомство и осенью обратно улететь. Вот. Вот такое на сегодняшнее время пока состояние какое. Ну, обещают, конечно, тепло уже. И, скорее всего, наверное, уже где-то в начале мая уже пойдет лед. Вот наша гость то есть вот селезень, это селезень кряквы, что-то там копошится в своих делах. Давайте просто посмотрим, послушаем, чем они занимаются, их звуки. Просто молча посмотрим на них. Эти веточки мешаются фокусировать. Ну вот, залезла наша топ-модель, позирует нам. Показалась во всей своей красе, своим красным носиком. Это самочка у кряквы. Вот такая красавица у нас. Ну, наверное, заметила нас и не хочет дальше сниматься. Да, заметила, вот. Прячется в кусты. Ну да, и бог с ним. Пускай. Уже довольно-таки много нам позировала. Это переправа наша зимняя. Тут мост. Ну, летом и зимой этот мост стоит. Да, вода все-таки прибывает. Ну, конечно же, весна в итоге победит все равно. Раз время пришло. Но обычно так и есть. У нас где-то в начале мая, числах 3-6 уходит лед. В редких случаях, когда в апреле лед уходит. Вот. Это всему свое время, так сказать. Еще и на круги своя. Это пляж вот наш. Но сейчас, правда, он затоплен уже там.
вдалеке этот пляж, тут летом купаются детки, ну и взрослые. Ну, как обычно, купаемся, где мы? Купаемся, конечно, где висит табличка «Купаться запрещено». Вот. Как у всех, везде стандартно это. Вот. Да. А это уже баркас такой. Ну, эти железный баркас, такая лодка. И сено с дальних лугов возили. А это, скорее всего, приготовлено уже с осени на весну на половодье. То есть будет половодье. И людей с того берега, чтобы перевозить на вот этой лодке. Там будет переправщик, специальный человек. Там живут несколько семей, там пару семей или 3 семьи, точно не могу сказать. Но где-то вот так там живут. Ну и даже и рабочие места там есть на том берегу. Там предприниматели, которые лесом занимаются, и лес валят, и пилорамы там есть. Ну, короче, все равно дорогу надо поддерживать население. Мост уже разобран. Каждую, так сказать, весну это разбирают. Мост Лежневка. Это все разбирается, а потом в июне где-то собираются обратно и всю зиму опять, и лето, и всю зиму, и ягодникам помогают. Это каракат у охотников уже там оставили, там нива стоит. Вот. Мост разобран. Ну там грязюка, конечно. Это остатки лесопункта, кости дорожки остались от Советского Союза еще. А сейчас уже все, ничего там нету, кроме нескольких бригад. Ну ладно, всем пока, всем удачи, ребята.